Скопление машин на берегу – один из главных признаков весны в Алешино. Жители Сеткыркища после закрытия переправы зачастую оставляют свои авто на этой стороне реки. Кто-то намеренно, чтобы было проще добраться до города, кому-то приходится, просто потому, что не успел вернуться домой. Ситуация на Алешинской переправе развивалась стремительно. Утром ее грузоподъемность снизили с 10 до 5 тонн, а уже после обеда спасатели приняли решение полностью закрыть ледовую дорогу. Из-за теплой погоды и сильного дождя лед таял слишком быстро, и уже вечером здесь появился шлагбаум. Он, правда, останавливает далеко не всех. Иногда и вовсе складывается ощущение, что переправа продолжает работать. Такое интенсивное по ней движение. Правда, справедливости ради отметим, въезжать на лед рискуют лишь машины помощнее и повыше, микроавтобусы и внедорожники. Те, кому жизнь дороже, передвигаются пешком. Иногда с весомыми баулами. Закрытие автомобильной переправы многих застало врасплох. Ожидали, что так быстро у вас переправу закроют, и что вот так вот? Нет, не ожидали. Хотели ездить еще. Ну а как теперь? Успели чем-то запастись всем необходимым, что нужно, или нет? Ну вот возим туда-сюда. А вот местные власти успели подготовиться. Заполнили местное хранилище баллонами со сжиженным газом и вывезли мусор. Для него, кстати, установили дополнительные контейнеры. Теперь их в Сеткыркище 30. И жителям не надо опасаться, что сложенный в куче мусор смоет в реку и разнесет по всему поселку. Другие вопросы тоже под контролем. По топливу, что мазута, достаточно почти на 2,5 месяца. По угля нам хватит до следующего января будущего года. Тут вопросов нет, с отоплением все будет нормально. По продуктам питания тоже не первый год одни и те же предприниматели у нас работают. Все необходимое завезено. Ну, сейчас подвозка на скоропортище, хлеб, молочка. По медицине. Значит, машина скорой помощи, она у нас, водитель уже у нас, работают по обычному графику, то есть вызов на 03, скорая приезжает до Алешина, здесь ее на нашей стороне встречают, они переходят по мосткам, схема отработана. По словам спасателей, в Коме уже закрыто 5 ледовых переправ. Учитывая, что плюсовые температуры сохраняются, эта цифра наверняка будет расти каждый день. Ведь именно в таком режиме ежедневно представители МЧС следят за ледовой обстановкой. Каждый день измеряется толщина льда. Критерии опасности выявляются. Это появление поверхностной воды уже на более больших расстояниях и положительные температуры воздуха, если уже на протяжении более 3 суток уже начинает меняться структура льда, она становится более игольчатой и становится опасной для передвижения. К слову, толщина льда на переправе в столичном Алешино сейчас около 30 сантиметров. Зимой ее грузоподъемность составляла бы 5-10 тонн. Но лед весенний, хрупкий и нестабильный, может провалиться даже под незначительным весом. Так что спасатели в рамках своих полномочий рекомендуют людям не рисковать ни своим транспортом, ни тем более собой. Светлана Некрасова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.